мои Edit Fashion, доброе утро. Так, хочу на завтрак сделать нам какао и какао-булочки. Вот у меня молоко закипело, какао я растворила. И теперь залью кипящее молоко. Очень любим какао. И очень любим эти булочки. Это творожные булочки, друзья. Так, и для наших творожных булочек мне нужно на 12 булочек, получается, небольших 12 булочек нам хватает 2 яйца, 60 грамм сахара, 250 грамм муки, щепотка соли, 2 столовые ложки растительного масла и 7 грамм разрыхлителя, друзья. И теперь приступим к приготовлению теста. И еще нужно для посыпки сахарная пудра. Так, сейчас я какао перемешаю еще. Так, значит, нам сначала нужно 2 яйца и сахар перемешать венчиком. В духовку что-то угар какой-то. И хорошенечко вот так вот размешать. Теперь всыпаем творог. Творог должен быть мягким, без крупинок. Даже лучше, конечно, у меня хоть и домашний, а лучше, если творог будет покупной, мягкий. Значит, 2 столовые ложки растительного масла. Щепотка соли. И разрыхлитель. Засыпем муку. Перемешаем муку с разрыхлителем. Добавим творог. Тщательно перемешаем. Сначала ложкой, а потом уже руками. Тесто должно быть вот такое вот мягкое. Соединим до однородности массы, как говорится.
чай и какао закипели. И вот видите, вот такое вот чуть-чуть липкое тесто должно получиться. Мягкое. И это тесто нужно разделить на 12 разных равных частей. Не подложила тряпочку под доску. Сейчас разделим на 12 частей. Раз, я рассчитала. Вот на 12 частей, и потом вот так вот сделать из них шарики. Так. И вот, как я сказала, раскатываем вот такие вот шарики. И на пергаментную бумагу. Духовку я уже включила, потому что и тесто замешивается быстро, и все это делается быстро. Так что много времени не надо. Я не очень-то люблю возиться в последнее время с выпечкой. Просто из-за того, что нет времени, если честно. А так-то, как говорится, раньше я делала много разных выпечек. Но последнее время из-за того, что нет времени, все забросила и как-то не получается снова начать. Ну вот с вами попробуем снова. Это давно забытый старый рецепт. Я его очень давно не делала. Посмотрим, что из этого выйдет. Считайте, я его сделаю заново. Первый раз, как говорится. Все, шарики я раскатала, вот 12 штук. Духовка разогрета на 180 градусов на 20-25 минут. Ставим духовку. Друзья, по-моему, булочки мои готовы. Так, прежде чем поставить в духовку, я вам забыла сказать, вас предупредить, что нужно смазать яйцом. И тесто, дорогие мои, кто любит, можно добавить ванилин. Просто я не переношу запах ванилина. Так, не видно. Надеюсь, сейчас видно. Вот такие вот аппетитные булочки. К чаю, к кофе. Можно посыпать сахарной пудрой. В принципе, можно было и кунжутными семенами, если хотите. Ну, вот смотрите, они вот такие вот мягкие, воздушные и очень вкусные. Друзья, пеките к завтраку, к ужину, к чаю и ешьте на здоровье. Сейчас позавтракаем. Мне надо сделать творог.
и заняться немножко огородом. У меня остались тюльпаны, досадить надо, прибраться здесь рядом с кухней в палисаднике. Ну а после обеда займусь, наверное, утками уже. Надо еще уток зарезать. Вот такой вот план у меня сегодня, друзья. Я надеюсь, я его выполню. И по ходу вы будете это видеть. Ну вот как-то. Друзья, мы тут с семьей убираемся, как говорится. Даже Моська пришел собрать листву в огороде и помогать нам. Старый, да? Ну, беги. Так, как раз тут собрал все. Я немного домету. Вроде бы недавно убирали здесь, но все равно очень грязно. Листва падает все время. Ой, вот тут вот я хочу малину посадить. Здесь вроде бы нет деревьев. У меня было здесь дерево, но оно высохло. И вот на этом участке, друзья, вот тут вот хочу пересадить вот эту малину, что она у меня вот растет под деревьями. Она там очень плохо плодоносит, потому что она в тени. И мы вот с Ибрашкой вот сюда ее пока, по крайней мере, на этот участок пересадим. Кроликов тоже надо будет другое место куда-нибудь, чтобы и там посадить малину. Видите, и там было у меня одно дерево. Тут был абрикос, а вот тут вот персик рос, но они высохли. Да и эти деревья, я уже говорила, что мне практически все деревья придется... Ну, груши нет. Вот эти 2-3 яблони придется убрать. Эту грушу придется убрать. И этот абрикос придется убрать. Короче, эти все деревья придется под снос. А его, конечно, оставим. И фундук оставим. Фундук все. Мы даже не даем этому фундуку созреть. Всегда его в молочной стадии съедаем. Бывает много фундука. У меня Аишка его сильно любит. Фундук оставим. Ну, не знаю, мне обещали прямо выкорчевать деревья. Ну, не знаю, получится, не получится. Но, по крайней мере, если приедут мальчики под зиму, по крайней мере, хотя бы срежем сверху. Так, тут сыночек мой хочет, чтобы я этих уток показала. У меня было 9 вот этих индоуточек, друзья. 7, как я сказала, мы еще с сестрой ощипали, убрали, как говорится, зарезали. А эти 2 у меня в тот день увернулись, не смогли мы поймать. И вот он сегодня просит, давай мы их оставим. И как раз как будто бы вот специально осталась девочка и мальчик. Ну, не знаю. Вообще-то, когда они были еще утятами, именно индоуток он меня просил купить, он их любит. Но они мне здесь везде гадят, прилетают и везде гадят. Не знаю, может быть, как-нибудь еще раз. Но они выросли уже крылья пообрежу, посмотрю, раз он так просит. Не могу этому чудику отказать. Хотя он не хороший с мамой. Удивляешься? Да, тебя не дозовешься. Иди сними моего перевертыша. Были под навесом, здесь везде мокро. Не, его не снять, он все равно убегает. Собака такой. Красивый петушок. Да, это я их прикрыла. Одна розочка все-таки осталась, но туда ее я вытащу, наверное, и пересажу. Там банка не поместится. Бутылок больше не было, друзья, я банки посадила. Из меня плохой цветовод, как говорится, особенно с розами. Вот не знаю, что мне с этой малиной делать. Пересаживать ее, не пересаживать ее. Или оставить, обрезать и оставить. Вот точно не знаю. Хотела пересадить именно эту. Но, может быть, я ее как-то оставлю. Видите? Вот так вот по периметру, которая. Она у меня возродилась, я говорила. Ну, не все, наверное, помнят, это старые ролики, что у меня было очень много малины, друзья. Прямо вот по всему этому периметру, как говорится. Ну, сколько там у меня сейчас получится, сейчас я вам скажу. 60 метров в длину, получается, 2 участка. И вот... Ну, 3 метра, наверное, шириной была полоса малины. 10 лет она хорошо у меня плодоносила, но потом она потихонечку стала выдыхаться полностью под корень. И вот это вот возродилось буквально вот в этом году весной. Вот то, что под деревьями. И вот это вот потихонечку выросли они снова.
Малина была очень хорошая, крупная, 2 раза, которая плодоносит. Ремонтантная называется, по-моему, да, я точно не знаю. Ну вот не знаю, трогать ее или нет. По крайней мере, 2-3 дня ее все равно не буду трогать. Кто занимается, друзья, малиной, скажите мне. Тут бывает тень, конечно, не, ну, полдня тень. Видите, малина не успела созреть, потому что здесь тень. Может, все-таки мне ее сюда пересадить, поближе к солнышку? Как вы думаете? Видите, не успела она до конца созреть. Потому что все-таки деревья дают тень. Или посмотрим. Мы опять-таки хотим убрать это черешня. Тоже практически как посадили, не плодоносит. Оставить эту калину и убрать эту черешню, тогда не будет тени. И эту черешню надо убрать, потому что там я тоже показывала дерево. Оно у меня внутри съедено муравьями, вот этими всеми живностями. Короче, трухлявое оно уже. Не знаю даже, как оно держится. Ровно половина этого дерева упала, когда был ветер. Половина держится. Но это плодоносила черешня с первого, ну не с первого, а с 3-го года, как мы посадили. И вот тут вот яблонька маленькая. Дерево практически. Но оно сейчас, правда, мешает, калина. Но и когда этой калины не было, не знаю, оно не плодоносит и не растет, его тоже надо будет срубить. Короче, друзья, я, конечно, садовод неважный. Я более огородник. Мне надо как-то здесь что-то привести в порядок. Ну вот как-то так, друзья. Сегодня мне надо еще тюльпанчики. Вот здесь вот с Ибрашкой будем сейчас сажать. Как на одном канале говорится, мы с моим сыном, ну не буду называть канал, а у нас мы с моим сыном Ибрашкой будем здесь работать сегодня, короче, немножечко. Там почистили, но там сажать малину буду только завтра. Не успею сегодня. Так, это он под навесом мыл, вся вода сюда стекла. Сейчас посадим тюльпанчики и все. Так, и вот, мои дорогие, будем сажать здесь тюльпаны. Я пока хочу посадить вот такие ящики. Удобно будет потом вынимать их, когда нужно будет их пересаживать. У меня еще очень много тюльпанов, но они мелкие. Просто я когда в том палисаднике сажала, их лет 5-6 не пересаживала, и они вот клубни у них прям вот совсем уменьшились. Они будут маленькие, но я вам потом покажу. А пока посажу те, которые я купила. Ой, тут Ибрашка мне кричит, чтобы я громко говорила. Но меня и так слышно. Все. Теперь присыпем землей. Так. Наши гуси разыгрались. Я намочила землю, друзья, этим фитоспорином полила, чтобы они лучше прижились и не болели. Ну, не привыкла я громко. А дальше еще подкопает вот это вот все, вот Ибрашка тут закопает, я пока не буду. Говорят, надо, как я уже повторюсь, в три размера тюльпана, над ним должна быть земля. Вот видите, если я засыплю, будет 2, ну и он еще подсыплет. Кругом и здесь тоже. Так вот. Но ящиков у меня больше нет, а свои домашние тюльпанчики я посажу вот по периметру. Ой, все, ну сразу все сам закопаешь, вот это все вот разобьешь, аккуратно сделаешь, короче говоря. Ой, все, устала, хоть ничего не делала. А ну-ка, давай, сними перевертыши. Поближе сними. Он пугливый очень. Я люблю эту курочку. Не знаю, хотелось бы очень, чтобы была курочка кучерявая, вот видите. Но все-таки, мне кажется, это петух. У меня еще черненький такой. Черненький 100% петух. А вот это вот я не знаю. И главное, вот эти все цыплята вот этого срока, вот эти вот поменьше, которые
Они у меня самые младшие. Они практически 80% тоже петушки. Жалко. Мне хотелось, конечно, побольше кур, но это петушки. Что ты снимаешь? Виноград. Так, друзья, вот Ибрашка мне выкопал вот такие вот лунки. У меня больше ящиков нет. Ну, я вот по таким лункам сейчас рассажу. Вот эти вот тюльпанчики. Это мои свои, которые у меня были. Я их выкопала где-то в конце августа, в начале сентября, по-моему, точно не помню. Вот они у меня лежали в кладовке, высохли. И сейчас вот в эти луночки я их посажу. Надо будет так. И видите, я вот каждую вот эту луночку посадила по 2, по 3 тюльпанчика. Маленькие по 3, побольше по 2. Но этой землей присыпать не стоит. Тебе придется ведрами таскать сюда землю. Потому что здесь все-таки, видите, камней много. Когда была стройка, тут много чего было. Так, ладно, выключай камеру. Иди неси мне вот несколько ведер земли, а это я пока разровняю. Ведром сыпь на. Пол мама. Вот наполни полностью лунку. Ага, вот так вот все. Короче, я пойду, а ты вот так вот все лунки наполнишь. Будешь приносить землю и наполнишь. Так, дорогие мои, все-таки мне было не до съемок, ни до чего, но раз стало маме лучше, я просто завершу этот день, попрощаюсь с вами. Как только я справилась с огородом, посадила тюльпаны, и что-то у мамы поднялось давление аж 200 с лишним, 204 на 120 было. И вот до вечера провозила с ней, снижала ей давление таблетками. Вот скорую мы, правда, не вызвали. И просто сейчас, чтобы попрощаться с вами, заодно ей, да и нам тоже, но она просто целый день сегодня не ела. Чего бы я не предлагала, ничего не хотела. А потом говорит, может быть, я супчику съем. И вот сварила так на быструю руку, быстренько тефтелевый суп, показывать, как готовлю, что не стало, потому что накидала, что есть. У меня там оставалось немножко ракушек, вермишельки, картошку, тефтельку. Ой, и сейчас буду кормить. Девочки, все-таки здоровье у мамы пошатывает. Девочки, мальчики, у меня и мальчики есть в подписках. Налью супчику, чтобы остыл. И немного с вами поговорю. Мне очень приятно, что вы пишете мне такие комментарии, друзья. Ну, я вас спрашивала, можно ли говорить, нельзя ли говорить о помощи, поэтому так, между делом я сегодня просматривала сообщения, комментарии ваши, и мне очень-очень даже приятно, как вы пишете, как вы меня поддерживаете. Большое-большое вам спасибо, огромное спасибо. Вы действительно не понимаете, наверное, и сами, что какую вы мне делаете поддержку. Я вам очень благодарна за все. Ну вот такой вот, не знаю, видно, нет. Супчик приготовила маме. Сейчас он пока остынет. Надеюсь, она немного поест. Ест очень много, очень мало, конечно, много. Очень бы хотела, чтобы она хотя бы ела. Но что-то мама отказывается. Тут что-то как ребенок. То не хочу, это не могу. Даже отнесешь ей, что она говорит так немножечко. Вот половина этого не съест, хоть я ей налила. Ну вот, как-то так, друзья. Большое-большое вам спасибо. Не буду больше вас задерживать. Ничего такого я сейчас не скажу, конечно. Не смогла сегодня также и кур говорю, и уток уже заговариваться стала. И уток зарезать. Просто боялась отходить надолго, буквально через каждые 20-15 минут не забегала. Так даже посидела с ней около часа, пока у нее давление не понизится. И таблетки, и лимон, чего только я не делала, но снизилось. До 150 снизилось. Но это уже ладно, думаю, больше не буду ничего ей пихать. Еще раз отжала вот буквально полчаса тому назад сок лимона, дала ей выпить. Сейчас померяю давление.
Но она уже говорит, что чувствует себя нормально. И сегодня утром пекла булочки, обожгла себе руку целый день, тоже хожу с этой рукой, болит. Ну вот так, друзья, большое-большое вам спасибо, огромное спасибо, всех благ вам. Я вас всех очень люблю, вы мне многие говорите, что полюбили меня, что вам со мной хорошо, что вам нравятся мои выпуски, мои ролики, мои влоги. Я даже не знаю, как их назвать, потому что я еще не очень-то вникла в вот эту всю вот атмосферу. И многие просят, чтобы я и не закрывала канал, чтобы я продолжала. Ну, постараюсь. Мне это нравится, мне нравится с вами общаться, мне нравится с вами разговаривать. Мне очень нравится показывать, что я делаю. Хотя ничего такого я и не делаю, чтобы показывать. Но раз вы мне пишете такие комментарии, значит, это кому-то нужно. Огромное вам спасибо еще раз. Всех вам благ и спокойной ночи. Ну, ролик я не знаю, когда у меня выйдет, как получится. Пожелание спокойной ночи, может быть, будет неуместно. Не знаю, посмотрим, если сегодня успеет мой админ смонтировать и отправить, то это будет уже спокойной ночи. А если нет, так извините. Ну, по-любому, приятного вам времени суток, как говорится. Спокойной ночи. Be still, Helsham. Большое-большое вам спасибо. И пусть всеми будет Всевышний доволен.